2019 год в Нюрбинском районе был объявлен годом развития человеческого капитала. Сохранение социальной стабильности, достижение экономического роста стали основными задачами эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций всех форм собственности и населения района. Важнейшим событием в жизни не только района, но и всей республики стал ввод в эксплуатацию крупнейшего в нашей республике мостового перехода через реку Марха на 756-м километре федеральной автодороги Вилюй. 25 ноября с участием главы республики Айсена Николаева, заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Евгения Туриева, депутатов Госдумы Российской Федерации и Госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия, членов правительства республики, председателей заказчика, подрядных организаций и общественности Нюрбинского района прошло торжественное открытие объекта. Данный мостовой переход является одним из важнейших и уникальных объектов Дальнего Востока. В состав мостового перехода входят основное сооружение – мост через реку Марха длиной в 560 погонных метров и два моста через урочище Мар длиной 55 и 34 погонных метра. Протяженность участка составляет 6409 метров. Благодаря мосту, построенного обществом с ограниченной ответственностью «Сибмост» по заказу Опрдор-Вилюй в рамках федеральной программы развития системы транспорта Российской Федерации, обеспечен круглогодичный проезд на данном участке федеральной трассы Вилюй. Это позволит нам развивать с новыми темпами экономику и социальную сферу Нюрбинского района, сделает доступнее путь к столице нашей республики. Также сыграет свою весомую роль в повышении жизненного уровня людей. В июне месяце в городе Мирном на площадках инвестиционного форума «Западная Якутия» подписано концессионное соглашение по строительству канализационно-очистной станции сетями в городе Нюрба между правительством Республики Саха-Якутия в лице председателя Владимира Солодова, муниципальным районом Нюрбинский район и обществом с ограниченной ответственностью ЖКХ «Альтернатива». Данный объект крайне важен для решения проблемы жидких бытовых отходов города Нюрба. Сегодня приобретается оборудование канализационно-очистной станции. Строительство объекта начнется в 2020 году и завершится в 2021 году. С вводом очистного сооружения будет проведена рекультивация Нюрбинской свалки. В рамках реализации проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Нюрбинском районе будет ликвидирована несанкционированная свалка в 2022 году. На рекультивацию по федеральной программе предусмотрено 767 миллионов рублей. В мае по решению районного совета депутатов утверждена стратегия социально-экономического развития Нюрбинского района на период до 2032 года. Стратегия в течение нескольких месяцев прошла согласование в министерствах, ведомствах республики. Проект документа был обсужден на публичных слушаниях общественности района. Главной целью разработки стратегии является комплексное решение ключевых социально-экономических проблем муниципального района Нюрбинский район на долгосрочную перспективу. Выбор приоритетных проектов развития района в увязке с перспективами развития Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Значимыми событиями отчетного периода стали выездные заседания в городе Нюрба коллегии Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия в марте, Министерства здравоохранения Республики в июне. Были приняты важные решения по проблемным вопросам Нюрбинского района. После аварии на водном объекте акционерной компании «Алроса» в Верелякском месторождении, что вызвало загрязнение воды Вилюя, и после повышения концентрации бромид-ионов в воде Мархи в прошлом году остро встал вопрос обеспечения населения района чистой питьевой водой. Цели удешевления тарифов для малоимущих семей Октябрьского наследия и города Нюрба в текущем году выделено 2 миллиона 583 тысячи рублей на возмещение части затрат на очистку и поставку питьевой воды. За счет средств договора содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района с акционерной компанией «Алроса» на строительство, техническое перевооружение и содержание объектов водоочистных сооружений, возмещение непредвиденных расходов предусмотрено 17 миллионов 501 тысяча рублей, в том числе на модернизацию водоочистных станций Чукарского, Мархинского, Мальжигарского и Бордонского наслегов 11,5 миллионов рублей. Приобретено 3 водовозки на базе УАЗ для снабжения очищенной водой. Водовозки переданы Бордонскому, Мархинскому и Кундядинскому наслегам. Также за счет средств иных межбюджетных трансфертов для перевозки очищенной воды Мегежекскому наслегу передана автомашина «Газель». Очищенная вода будет поставляться из Малыкая.
Также средства были предусмотрены на замену мембран водоочистной станции в селе Жархан, на возмещение понесенных в 2018 году расходов организациями и учреждениями по выполнению оперативных мер водообеспечения населения Нюрбинского района, приобретение и установку фильтров очищения питьевой воды образовательным организациям Нюрбинского района, услуги экологического мониторинга состояния природной среды Нюрбинского района и разработку комплексной программы экологической безопасности Нюрбинского района. По заказу администрации муниципального района Нюрбинский район сотрудниками научно-исследовательского института прикладной экологии Севера проведен экологический мониторинг территории Нюрбинского района. Основное внимание при этом было уделено изучению водоемов на предмет снабжения жителей населенных пунктов питьевой водой. Также в текущем году сотрудниками Комитета государственного экологического надзора Нюрбинского района было организовано 4 выездных проверки водных объектов. С каждого наслега Мархинского куста взято по 8 проб воды. Исследования показали, что проблема загрязнения вод, озер и рек стоит остро. Введены в строй водоочистные станции в селах Кюндядя и Чукар. Первая из них построена обществом с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» за счет средств акционерной компании «Алроса» в рамках реализации распоряжения правительства Республики Саха-Якутия развития системы водоснабжения Вилюйских районов на 2019-2024 годы. В Игальше, в Мальджигаре и Малыкае водоочистные станции будут введены до 1 марта. План на 2020 года включены работы по модернизации водоочистных станций в селах Карула, Кангалас, Киров и Жархан. При этом следует отметить, что с Кангаласской скважины будут снабжаться очищенной водой близлежащие наслеги – Идей, Акана и Мар. В 2024 году все работы по обеспечению населения Нюрбинского района чистой питьевой водой будут завершены. Также значимым событием 2019 года стало участие делегации Нюрбинского района в первом фестивале молодежи Республики Табыс в Кангаласском Улусе. В рамках фестиваля состоялись спортивные соревнования, творческие и деловые конкурсы, в которых успешно выступили представители района. В сентябре на высоком организационном уровне в городе Якутске состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня рождения Феодосия Семеновича Донского, участника Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Отечественной войны второй степени, Ордена Дружбы народов, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетного гражданина Республики Саха-Якутия, Нюрбинского и Эвенебетантайского районов, видного журналиста, основателя телевещания Республики, кандидата экономических наук. На торжественном мероприятии проведен телемост Чувашской Республикой, посвященный столетию со дня рождения Феодосия Донского, на котором дан старт акции «Дойти до Берлина». В декабре в Нюрбинском районе и в городе Якутске прошли торжественные мероприятия, посвященные 120-летнему юбилею выдающегося государственного общественного политического деятеля, секретаря Якутского обкома Всесоюзной коммунистической партии, представителя Президиума Якутского Центрального исполнительного комитета, члена Центрального исполнительного комитета СССР, депутата Верховного Совета СССР, видного государственного и общественного деятеля республики Александра Гавриловича Габышева. Также в декабре 2019 года в Нюрбе проведены зональный форум предпринимателей «Мой бизнес. Мое будущее», запуск бизнес-проектов по созданию производства и новых рабочих мест в рамках программы ИНБТ. В том числе в Наслегах открылись столярные цеха, хлебопекарни, овощехранилища, газовая заправка и другие объекты. На церемонии открытия ряда объектов приняли участие министр по делам предпринимательства, туризма и торговли Ирина Высоких и другие официальные лица. По сравнению с предыдущими годами заметно оживилась работа сферы строительства. В рамках национального проекта ведется строительство 2 крупных объектов. Менее чем за 10 месяцев силами общества с ограниченной ответственностью «Бартстрой» завершено строительство спортивного зала в селе Антоновка на сумму 122 миллиона рублей. И 26 декабря состоялось торжественное открытие объекта. В микрорайоне Вертолетка города Нюрба забита первая свая детского сада на 280 мест в городе Нюрба. Общество с ограниченной ответственностью «Ярус» возобновит строительные работы в феврале и введет в строй в конце 2020 года. В рамках Года театра в Российской Федерации начато строительство объекта драматического театра в городе Нюрба со зрительным залом на 240 мест, малым и репетиционным залами. Будет сдан в эксплуатацию в декабре 2021 года. Строительство объекта ведет компания РДР Групп. Также ведется строительство детских садов на 35 мест в селах Дикимдя, Кангалас, Мар,
школ-садов на 150 мест в Чапанде и Чукаре, школы-сада на 25-10 мест в селе Одей, Дома народного творчества и детского эстетического центра в селе Малыкай, многофункционального центра и 4-квартирного жилого дома для молодых специалистов в селе Харула, библиотеки в микрорайоне Убаян города Нюрба, детского этнографического комплекса Джон Алага. Из них 5 контрактов софинансируются из республиканского бюджета в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. Введены в строй 4-квартирные жилые дома для молодых специалистов в селе Чукар, спортивный зал в микрорайоне Убаян города Нюрба и 19-квартирный жилой дом в этом же микрорайоне. В рамках федеральной программы в новом доме получили ключи от своих квартир 13 детей-сирот. Также 10 детям-сиротам вручены ключи от квартир на вторичном рынке жилья. Свидетельство на получение социальных выплат на приобретение жилых помещений или на строительство индивидуального жилого дома получили 23 молодые семьи. Из них 2 многодетные семьи на сумму более 21 миллиона рублей. По итогам 9 месяцев введено 62 единицы жилья с общей площадью 5786 квадратных метров. Проведен капитальный и текущий ремонт в 10 образовательных учреждениях Нюрбинского района на сумму 20 миллионов 600 тысяч рублей. Выполнен капитальный ремонт объектов культуры на сумму 7 миллионов 600 тысяч рублей. На ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования направлено 16,5 миллионов рублей. Установлены искусственные сооружения на муниципальной автодороге Киров-Чукар, Киров-Чукар-Бысыттах-Малыкай-Хаты. Проведено асфальтирование улиц Комсомольская, Кудряшова города Нюрба и улицы Трассовой села Антоновка общей протяженностью 4 километра. Объем финансирования составил 92 миллиона 300 тысяч рублей. 25 декабря с участием руководителя филиала Ростелеком Константина Войтеховского и министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолия Семенова состоялся запуск проекта «Нюрбинский экспресс» по подключению волоконно-оптической линии связи во всех населенных пунктах Нюрбинского района. Тем самым завершилась двухлетняя совместная работа по реализации соглашения между филиалом Ростелеком и Нюрбинским районом. Это событие знаменует собой дальнейший качественный скачок в развитии инфокоммуникационных технологий, сделал большой шаг в улучшении качества жизни населения нашего района. В сфере сельского хозяйства продолжалась положительная тенденция. Силами Нюрбинской кормовой компании введено в сельскохозяйственный оборот более 300 гектаров ранее заброшенной пашни. Введены в строй новые коровники в селах Чукар и Кундядя, модульные убойные цеха и пункты переработки мяса в селах Чапанда и Малыкай, молокозавод кооператива «Бояр» в селе Антоновка. Налажено производство новых видов молочной и мясной продукции. По итогам 9 месяцев на сельское хозяйство направлено 260 миллионов рублей. Обеспечен достаточный запас сена для скота и лошадей. Выполнены задания по производству яиц, мяса, овощей, молока, сливочного масла и творога. Большое внимание было уделено сфере социальной защиты населения. Во втором этапе реализации социальной программы, не имеющей аналогов по России, отремонтированы или благоустроены 101 частный дом ветеранов тыла, инвалидов первой группы, участника боевых действий. С целью поддержки малоимущих семей в маршрутных автобусах города Нюрбы введен льготный проезд для школьников из малоимущих семей. В 2019 году реализуется 25 муниципальных программ, охватывающих все важнейшие сферы народного хозяйства района. В Нюрбинском районе ведется целенаправленная работа по реализации ранее намеченных планов, имеющих конечной целью повышение уровня жизни населения Нюрбинского района.